Всем привет из Комы, привет от Олега. Ребят, я заказал с Алиэкспресс новый оптический прицел. Хочу поделиться с вами, какой я оптический прицел выбрал, почему я это выбрал. И в двух словах все это буду показывать и рассказывать. Пришла посылка вот такой упаковки, очень хорошо, все намотано скотчем. Я заказывал в Алиэкспрессе, но посылка пришла из города Подольск, Львовский, так, микрорайон Львовский, Московская область. Ну, видно сейчас у китайцев там склады у нас в России, в Алиэкспрессе заказываем, а с Москвы уже отправляют. Посылка пришла очень быстро, не пришлось долго ждать. Так, давайте посмотрим, что внутри. Также вот будем пробовать этот ножик небольшой, который я в прошлый раз вам показывал. Вот так он открывается. Так, надо понять, что и как все это дело. Ребят, не спешите, скажем, сразу выключать это видео, так как это видео будет интересно для охотников, кто имеет нарезное оружие, и думаю, это многим будет интересно увидеть. Вот смотрите, дальше вот такая пупырышки, чтобы более ударостойкий. Конечно, капитально все намотали, что уже тоже говорит о том, что бережно относятся к своим товарам. Ну вот, ребят, Хестхунтер, наверное, или как по-английски. Вот она, коробка. Вестхунтер, да, Вестхунтер. Опа. Вот все это как выглядит. Давайте я поближе вам буду показывать, что внутри коробки. Мне самому интересно, и думаю, вам тоже будет интересно. Ребят, посмотрим. Так, в коробке я вижу вот такие противоударные, вот такие воздушные, я не знаю, как называется. Это защищает от ударов. Дальше у нас получается вот такая коробка. Здесь сам оптический прицел увесистый, сразу я вот почувствовал, увесистый он. Дальше в коробке идет ключ, ну и эта ручка, тоже я вам покажу для чего. Здесь дальше идет вот такая прицельная, вот самое главное, мне понравилась вот эта шкала прицельная, это все именно на это я и смотрел при выборе, при заказе. Ну и тут еще документы вот такая вот. Здесь получается какая марка у меня, Вестхунтер, так, 4,16×44, вот. Ну и здесь все характеристики и документы еще. Получается он на английском. Я не увидел. В общем, не на русском языке. Вот. Паспорт. Так, дальше у нас вот такой поролон. Ну и еще труба для удлинения оптического прицела. И еще вот
Здесь такая вот, чтобы линзу чистить, тряпка такая вот. Тоже Вестхунтер. Ну все, в коробке больше ничего не осталось. Так, ребят, коробка хорошая. Коробка вот прям сразу видно, что твердая, качественно, упругая. Ну что сказать, ребят, посмотрим, что за оптический прицел. Вот он как выглядит. Он мощный по размерам. И думаю, по весу тоже как бы чуть-чуть потяжелее. Сейчас я покажу, какой прицел у меня. Вот этот прицел я использовал до сих пор на охоте. Он получается российский, Пилад 4х32. И вот этот прицел, который новый, смотрите по размеру какой. Труба здесь получается у меня на старом прицеле, наверное, 20 миллиметров, здесь уже 30 миллиметров. Вот сама труба уже помощнее. Ну, этот прицел тоже себя показал неплохо. Я был доволен на охоте, но решил попробовать еще более лучший прицел, более удобный для прицеливания. У него кратность побольше. И знаете, у меня как бы знакомые тоже в ютубе охотники охотятся с этим прицелом, и отзыв у них только положительный. Ну и я тоже решил как бы проверить. Вот здесь получается можно на глаз регулировать, там на свое зрение резкость. Так, здесь получается кратность от 4 до 16 крат. Тоже можно проверить. При желании, ребят, можно как бы, ну знаете, это первый раз я в руках держу этот прицел. И с первого, как бы, я тоже много смотрел видео, обзоры и отзывы. И, ну, много чего там подсмотрел. Вот здесь вот эта ручка, как бы, вот. Для удобства вот сделано, чтобы, скажем, кратность там, какой вам нужен. Здесь точка. Ну и так вот ставишь, как вам удобно, каким кратностью вы хотите охотиться. Обычно 9-кратный, наверное, самый как раз. Вот, но это при желании. Можно установить, можно нет. Можно и, скажем, легко он крутится 2 пальцами, очень легко. Я сразу вот это почувствовал. Ну и второй ключик, который я говорил, это вот это получается, чтобы вот крутить барашки. Очень туго поднимаются. О. Вот, слышно щелчки. Один щелчок вот, на сантиметр. Если со 100 метров на сантиметр двигается шкала, ну, разлет пули потом. Здесь получается влево-право можно регулировать. Здесь вверх-вниз. И тут еще параллакс. С этой штукой я понятия не имею. Точно не могу ничего говорить. Ни разу я... Ну, первый оптический прицел у меня с этим параллаксом. Мне надо еще узнать получше, что и как ставить. Но тут тоже я вижу, тут видно шкала, метражи. Скажем, параллакс, наверное, ну, ставится, думаю, если, скажем, 100 метров, вот на 100 ставишь, и уже что-то там меняется. Так, крышка обычная. Да, щетка, конечно, офигеть. Да, ребят, щетка, конечно, офигеть.
такое вот, блин, впечатление такое для прицеливания. В общем, небо и земля, конечно, если сравнить с Пиладом, шкала совсем как бы отличается. Вот. Вот эта крышка, задняя крышка вставляется, он очень свободный, но это есть минус. Сразу как бы честный обзор. Сразу говорю, что вот эта крышка ты сразу потеряешь. Ружье будешь стоя носить, так он может там просто выпасть. У Пилада вообще проблемы не было ни разу. Хрен вытащишь его. Хрен вытащишь. А здесь как бы ребристое все. А здесь получается, что он гладкий. Надо узнать у знакомых, как это крепится, там, чем можно закрепить. Но это я могу потерять запросто. Просто он свободно ходит. Вот. Короче, что сказать. Давайте сейчас еще, что я хотел. Мне вот крепление я буду снимать отсюда. У меня как бы на оружие вот этот ласточкин хвост 8 миллиметров только. Сейчас новые оружия 11 миллиметров идет и больше может. А у меня вот старые образца и только вот этот кронштейн подходит под мое оружие Север. Это я оптический прицел поставлю на Север. Здесь, наверное, кронштейн еще. Ну, как называется кронштейн, крепление. Точно, да. Вот. Они уже мне точно не подойдут. Не подойдут, ребят. Смотрите, какой ширины. Вот это под карабин лось мне тоже подойдет. Этот оптический прицел не боится ударов. Можно на более мощное оружие ставить. Я тоже смотрел в интернете, там, блин, проверяют капитально удары. Ну и минусов в этом оптическом прицеле по рассказам в интернете там у него просто нету. Я только первый раз в руках держу, там основное будет испытание, проверка, и на осенней охоте буду ходить с ним, и там уже видно будет. Вот сейчас я тоже смотрю, может, да, и это крепление тоже может и не подойти. Да, у меня с креплением проблема, ребят. У меня будет проблема с креплением. Вот такая фигня. Вот это не подойдет. Мне придется еще купить для этого оружия вот такой кронштейн. Я думал, у меня все ништяк будет, а ничего не получилось. Здесь труба 20 мм, здесь 30. Вот это, да. Ну, придется еще заказать новое крепление. Вот это все не подойдет, к сожалению. Вот. Так что вот такой прицел, ребят, у меня. По весу сейчас посмотреть. Интересно. По граммам сколько там. — 600 грамм. А это с креплением сколько? С креплением 500 грамм. Прикинь, с креплением 500 грамм. Это без крепления 600. На 100 грамм тяжелее. И здесь еще будет у меня дополнительно еще будет, как сказать, крепление. И еще потяжелее станет. Вот. Здесь вот такая фишка. Тоже тут азот вроде накачан, чтобы линзы не потели. В общем, проблем на охоте, чтобы не было. Вот Пилад немножко, да, он потеет. А вот здесь азот, и он не должен потеть. Вот минус 40, до минуса 40 и до плюс, там сколько, 80 можно там охотиться. Вот так вот.
Вот такой прицел, ребят. Новый. Ну вот еще мне, конечно, сейчас съезжу в город. И придется мне еще докупить вот такое крепление. Крепление не подошло. Он не для моего оружия. Вот. А вот эта труба, он как бы ставится сюда. Но он простому охотнику он не нужен. Это я не знаю. Но от солнца, где вот, скажем, яркое солнце там светит, чтобы, скажем, бликов не было, думаю, для этого. Но для обычного охотника он не нужен. Да. Так что ссылку я оставлю, где я заказывал. Заказывал в Алиэкспрессе. Ссылка в описании будет там. Переходите, присмотритесь, там много чего интересного. И оптические прицелы поменьше есть, и оптические, не только оптические прицелы, там вариантов много. Как бы заказов много, там отзывов только положительный. Вот. Ну, посмотрим. Вот такой размер. Скажу вам, внушительный. Внушительный. Но и прицеливаться. Скажем, я, когда стреляю с этим прицелом со 100 метров, уже, как бы, думаю, с этим прицелом будет намного легче прицеливаться. Тоже чуть-чуть увесистый, но для прицеливания, думаю, лучше будет. Вот. Как бы еще вам показать вот прицельную щетку. Сейчас, если получится, я еще покажу вам прицельную щетку. Со смартфона как-то поснимаю. Так, короче, ребят, хотел для вас поснимать на смартфон вот прицельную щетку, как она вдаль смотрит, но у меня ничего не получилось, к сожалению. И я сделаю пару скриншотов, какая прицельная щетка у этого прицела Westhunter 4.16×44 и какая прицельная щетка у Pilad 4×32. Вот. Как и к любым вещам, к любым вещам надо привыкнуть. Несмотря, что он потяжелее, я думаю, польза от этого прицела будет больше. Потому что я сейчас посмотрел, в окно там, в эту щетку. Щетка очень тоненькая, ясная, все четко видно. Я смотрел 6-9 крат на средних кратностях. Если вы стреляете дичь, скажем, 200-300 метров, можно уже еще кратность повыше поставить. Но до 100 метров, думаю, 6-9 кадров, думаю, это достаточно будет. Вот. А у Pilad, Pilad, я охочусь с Pilad на 15 лет уже. В принципе, немало тоже наохотился, и тоже вот, сейчас мы стали капризны, как бы выбор прицелов очень много, и вот решил перейти на этот более мощный прицел. У этого только вот, скажем, перекрестие, прицельная вот эта шкала, он как бы со 100 метров, это перекрестие литое, полное, и она перекрывает цель. Вот вы когда видите, вот, скажем, в банку стреляете или в дичь со 100 метров, вот это перекрестие, вот как закрывает, вот видите, как закрывает цель. Не знаю, видно, не видно, но так примерно. И вы не можете рассмотреть, куда точно прицеливаться. У этого прицельная сетка, ребят, она в середине пустота и точка. Вы когда точкой прицеливаете, по сторонам вы
тушу или тело видите цели. Ну, это большой плюс. Сетка сама, прицельная сетка, очень тоненькая. Ничего не закрывает. У Пилада он толстый. Вот, это, ну, блин, можно охотиться, ребят, можно. Это я так сейчас говорю вам, как есть. Вот, может еще с ним будут охоты еще, будете в моих фильмах видеть. Вот, смотрите, разница. Вон она. Вот. Ну, по длине сантиметров 5, наверное, может 7, по длине получается. И по весу он тяжелее. Ну, считай, почти на 200 грамм, грубо говоря. Так, ну что, еще я буду дополнительно, придется мне купить вот такое крепление диаметром 30, вот этот, чтобы поставить уже на оружие. И ласточкин хвост здесь очень широкий, мне нужно 8 миллиметров. Старого образца у меня оружие, старого образца. Вот он, я уже вам показывал. Не знаю, видно, не видно. И добавить пока в принципе и нечего. Так как этот прицел я держу первый раз в руках. Основное видео вы будете видеть, как сказать, смотреть осенью, когда я установлю этот прицел на оружие. Буду пристреливать, как он себя покажет, там уже буду рассказывать. И больше рекомендовать или же наоборот. Отзыв я уже работаю этого прицела, буду рассказывать осенью. Зимой, осенью, вот это все продолжение будет. А сейчас я вам показал, что я купил. Так что у нас в планах еще в дальнейшем охота будет. Здесь еще это крепление надо как-то придумать, чтобы... Ну, не крепление, это крышку надо придумать, чтобы он не соскальзывало. Вот это минус в этом прицеле, я сразу говорю. И в интернете тоже многие об этом говорят. Но надо посмотреть, что можно сделать. Или вообще это убрать. Но тоже в дождливую погоду без этой крышки, ну, не очень хорошо будет. Этот более-менее держится, но все равно недостаточно. Но это можно так и сразу как бы на клей взять. На клей заклеить и... А вот это снизу он будет падать. Вот. Так что, ребят, ждите новые фильмы с этим прицелом. Где заказывал, еще раз говорю, оставлю ссылку в описании. Знаете, вот этот прицел в ноябре, в Черная пятница, наверное, была, 6 тысяч он стоил, 6 тысяч. Александр Мендрули, мы созванивались, Олег, покупай, пока сейчас Черная пятница, скидки большие, покупай, 6 тысяч, копейки, говорит, стоит. Сейчас вот этот прицел 9 с лишним, при моем заказе было 9 с лишним рублей, тысяч. На сегодня он опять снизился за 8 с лишним. В общем, цена прыгает туда-сюда. Вы мониторьте там, смотрите цены. И если что, заказывайте. Лично я пока доволен. А там видно будет, что и как. Вот. Ну все, ребят, давайте я буду заканчивать. Вот такое видео небольшое. Обзор очередной посылки. Это уже чисто для охоты вещь, товар. Надеюсь, будет хорошая, красивая охота. На рябчиков, на косачей, на глухаря с этим прицелом. Меньше будет промахов, больше будет результата на охоте. Для этого еще и берется. Заказываю, беру. Так что все, наверное, давайте. Пока, будьте здоровы, не болейте. Переходите по ссылке, там характеристику обязательно посмотрите, может я все не рассказал, а там уже в характеристике там вы все найдете, плюсы, минусы. Вот. Я тоже буду рассказывать в дальнейшем плюсы и минусы. Точнее узнаю вот этот
про параллакс, как он настраивается. Вот этим ключом я вспомнил, как бы это откручивается полностью, вот, и уже как бы обнулять, точно обнулять. Вот для этого и этот ключ. Вот. Ну, примерно так.